Вы слушали новости. Хорошего дня. Оставайтесь с Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио Крым Реалии. Я Александр Голубов. Теперь радио Крым Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30. Это 9:35 и 19:30 в Крыму. На средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 100,7 кГц. А также, что также важно, на сайте Крым Реалии. Тема дня. Сегодня мы говорим о годовщине трагических событий во время революции достоинства. Среди участников митингов в поддержку Евромайдана были также крымчане. Кое-кто из них с самого начала революции устраивал акции на полуострове, а кто-то не выдержал и приезжал в Киев на Майдан Независимости непосредственно. Как сегодня крымские активисты Евромайдана воспринимают события революции достоинства? Почему Евромайдан стал оправданием российской аннексии полуострова? И о многом другом мы сегодня будем говорить с председателем общественной организации «Сила права» во время Евромайдана народным депутатом Украины Андреем Сенченко, главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым, а также координатором Крымского Евромайдана и генеральным директором госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андреем Щекуном. Для начала, перед тем, как мы перейдем к разговору, я все же попрошу моих коллег включить наш небольшой сюжет, который напомнит нам о хронологии тех событий, которые разворачивались на Майдане 20 февраля. 100 слов по теме. 3 дня с 18 по 20 февраля 2014 года стали пиком противостояния Евромайдана и обозначились массовым убийством протестующих. 18 февраля оппозиция объявила мирный марш для поддержки голосования в Верховной Раде за возвращение Конституции 2004 года. Тогда же со стороны улицы Институтской Беркут и милиция полностью оцепили правительственный квартал. Законопроект провалили, и в Киеве начались бои. Протестующие забрасывали силовиков брусчаткой и фаерами. Те отвечали шумовыми гранатами и резиновыми пулями. Виктор Янукович распорядился начать антитеррористическую операцию. Активисты начали жечь шины, чтобы сделать дымовую завесу. Люди оборонялись брусчаткой, коктейлями Молотова. Силовики оружием, светошумовыми гранатами. В ход пошли даже БТРы. Протестующие заняли здание в центре Киева, где оборудовали штабы и пункты медицинской помощи. В Дом профсоюзов, который загорелся в ночь на 19 февраля, приносили раненых. Движение метрополитена было полностью остановлено. К утру 19 февраля восстанавливается временное перемирие. Дипломаты начинают переговоры. По всей стране прокатываются акции протеста. Власть переходит к людям. 20 февраля на Институтской открывается снайперский огонь по протестующим. Люди продолжают гибнуть от пуль. Количество убитых составляет уже более 100 человек. Вечером того же дня депутаты проголосовали за постановление о выводе с улиц Киева спецподразделений правоохранителей в места дислокации. 21 февраля между оппозицией, министрами иностранных дел стран ЕС и Виктором Януковичем достигнуты договоренности. Перевыборы президента в декабре 2014 и возврат к Конституции 2004 года. СБУ останавливает проведение антитеррористической операции, но активисты Майдана требуют немедленной отставки Януковича. 22 февраля неожиданно исчезает Виктор Янукович, который позже дал пресс-конференцию из российского Ростова-на-Дону. Формируется новая временная власть в стране. В марте назначается новая дата выборов президента – 25 мая. За время революции погибло 77 активистов. Позже еще 17 ушло из жизни в больницах от полученных травм. Сегодня они известны как Герои Небесной Сотни. Также погибло 19 сотрудников правоохранительных органов. 100 слов по теме. Я же напомню лишь, что среди погибших в эти дни был также крымчанин Сергей Кемский из Керчи. Он был 1981 года рождения, и 20 февраля на улице Институтской его жизнь унесла пуля снайпера. Он тогда помогал выносить тела раненых. Мы же попробуем сейчас вспомнить о тех событиях вместе с председателем общественной организации «Сила права» во время Евромайдана, народным депутатом Украины от Всеукраинского объединения «Батьківщина» Андреем Сенченко. Андрей Веленович, доброе утро. Да, доброе утро.
Вот мой первый вопрос, по вашему мнению, вот с тех пор, как произошли эти расстрелы, стало ли нам больше известно о тех событиях? Потому что как и тогда, так и сейчас многое из того, что произошло, остается, если не загадкой, то не до конца выясненным. Вот по вашему мнению, удалось за эти 3 года прояснить намного больше с тех пор? Ну, знаете, к большому сожалению, следствие, которое должно было быть проведено и завершено по горячим следам, не выполнило такую задачу. И, знаете, у нас модно говорить насчет отсутствия политической воли. Я бы сказал, что, наверное, воля была к совершенно другим вещам, к тому, чтобы договариваться или входить в сговор. Это происходило постепенно, но вот результаты мы сейчас наблюдаем в современной украинской политике, когда опять олигархи и верхушка украинской власти с одной стороны, а народ с другой стороны. То есть, по вашему мнению, с 20 февраля 2014 года, к сожалению, в этом плане поменялось немало. Скажите, вот с этой таинственностью связаны и многие мифы, которые так или иначе связываются с Майданом, событиями на Майдане. И во многом эти мифы помогали российской пропаганде оправдывать аннексию Крыма. Мы вспомним чуть позже о знаменитых поездах дружбы, которых никто в Крыму так и не дождался, как это ни странно. Но можно ли было в то время сделать что-либо в Киеве, чтобы дать крымчанам понять, что Майдан ничем им не угрожает? Или же пробить вот эту стену пропаганды было крайне сложно, по вашему мнению? Ну, вы знаете, в условиях, когда средства массовой информации тотально практически контролировались режимом Януковича разными способами. Они их покупали, они на них давили, они их нанимали. Очень сложно было не только в Крыму и на Донбассе, но и по всей стране, так сказать, объяснить, скажем так, адекватно, что происходит. Ну и, кстати, опять я вот вынужден проводить параллели по прошествии 3 лет. Сейчас происходит, по сути дела, то же самое. То есть власть постепенно, поэтапно подмяла под себя большинство средств массовой информации и, опять-таки, пытается сформировать неадекватное восприятие происходящего, в том числе связанное с Крымом, с блокадой этой позорной торговли на Донбассе и со многими другими процессами. Когда мы говорим о Крыме, то я бы не рассматривал ситуацию в Крыму как абсолютно тотальный, скажем, психоз в тот момент, навеянный средствами массовой информации. Да, работали российские спецслужбы, да, работала российская пропагандистская машина. Но могу сказать, я вот 26 февраля был на том самом известном митинге под Верховной Радой Крыма, и, я крымчанин, я многих людей знаю там, и я спокойно ходил по городу, безо всякой охраны, общался с людьми. Да, у них было тревожное, скажем, такое ощущение, но были вопросы, и они впитывали ответы. Поэтому говорить о том, что прямо там все тотально были зазомбированы, нет. Если бы не российские штыки, то не произошло бы того, что произошло в Крыму. То есть настроения все равно, так сказать, не были превалирующие в сторону того, чтобы там выходить из состава Украины и подаваться, так сказать, какой-то там очередным субъектом Путинской Федерации. Скажите, пожалуйста, это, в принципе, наверное, один из главных вопросов со времен аннексии, но, тем не менее, я, наверное, не устану его задавать всем тем людям, которые принимали непосредственное участие в тех событиях. Скажите, по вашему мнению, вот была ли какая-то возможность в то время в Киеве, после 20 февраля, в условиях вот такого тотального хаоса, для представителей старой власти, которые не потеряли совесть, для представителей новой власти, которые вот начали потихоньку брать в руки рычаги управления страной, как-то предотвратить вот эту ситуацию появления на полуострове российских штыков? Вы знаете, вот здесь очень важно поминутно изобразить эту шкалу происходящего. 20-го уже практически, так сказать, власть Януковича разваливалась. 22-го, когда он сбежал
не было уже ни министров, ни большинства заместителей министров, все побежали кто куда. То есть власти еще не было. 23-го, скажем так, уже что-то кристаллизовалось и, шел процесс подготовки формирования украинского правительства. И вот эти дни 23-го, 24-го, 25-го, еще 26-го оставалась возможность для такой относительно спокойной, мирной смены власти в Крыму. В первую очередь речь шла о замене премьер-министра Крыма и спикера крымского парламента. И понятно, силовиков по всем, направлениям. Но этот момент был упущен в силу разных причин, различного рода интриг. И в итоге в ночь с 26 на 27 произошло то, что произошло. После этого, на мой взгляд, где-то еще 2 суток можно было сбить темп, показать, что Украина способна сопротивляться и будет это делать. Сопротивляться этому нашествию, зеленых человечков, а точнее российского спецназа. Но опять-таки момент был упущен. Что ж, Андрей Веленович, спасибо вам за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был председатель общественной организации «Сила права» во время Евромайдана, народный депутат Украины, член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» Андрей Сенченко. Мы же продолжаем разговор с активистами Евромайдана, теми людьми, которые принимали непосредственное участие в этих событиях. Но теперь переместим фокус непосредственно на Крым уже даже не с такой глобальной точки зрения, не с точки зрения тех событий, которые разворачивались глобально, а с точки зрения простых активистов, которые находились непосредственно в Крыму в этот момент. И сейчас с нами на связи Андрей Щекун, координатор Крымского Евромайдана, гендиректор госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство». Андрей, доброе утро. Добрый ранок. Скажите, пожалуйста, у меня к вам самый-самый первый вопрос, который интересует человека, который сейчас находится в Киеве и хочет понять, что же происходило в Крыму в головах людей. Экс-президент Украины, напомню, Виктор Янукович в свое время утверждал, что Майдан создал такую атмосферу в Крыму, что крымчане захотели сами присоединения к Российской Федерации. Об этом он заявил давным-давно на пресс-конференции в Ростове-на-Дону 25 ноября. Я сейчас предлагаю послушать его цитату, а потом перейдем, собственно, к вопросу. Мнение. И я видел, на железнодорожном вокзале стояли, давали интервью, что мы ждем так называемый поезд, я не помню его название, дружбы. Поезд дружбы с Москвы. Ждем. Мы им покажем эту дружбу. Эти люди рассказывали, что несет Майдан Крыму. И настроения в Крыму радикализировались. Люди приняли решение. Первое. Создавать отряды самообороны, защищаться. И второе, искать защиты у России. И была создана реальная атмосфера для проведения референдума. И то, что крымский народ проголосовал, это результат провокаций Майдана. Если бы Майдан не спровоцировал такие настроения в Крыму, этого бы не было. Мнение. Напомню, вы слушаете радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов. Мы говорим о событиях трехлетней давности, о расстрелах на Майдане, о том, как это воспринималось в Крыму. На связи с нами Андрей Щекун. Андрей, скажите, пожалуйста, насколько всерьез действительно воспринимали крымчане эти мифы о поездах дружбы и события на Майдане в целом? Действительно ли была такая атмосфера, о которой говорил екс-президент України Віктор Янукович? По-перше, таку інформаційну кампанію проводила місцеві органи самоврядування в Криму на чолі з Могильовим, партією регіонів і постійно організовуючи масові мітинги проти руху Євромайдан Крим. Тобто активно ця фаза десь кінець грудня почалася щоденно. І проти нас велася інформаційна кампанія, що ми предателі Крима, що ми працюємо на спецслужби Європи та Америки. Тобто на той момент фактично кримчани самі були пасивні, їх постійно зганяли на мітинги партія регіонів проти нас. Тобто фактично, щоб йшлося до ненависті до Майдана,
Такого не було. Навпаки, за всю історію, наприклад, мені кажеться, всього Криму, це вперше публічно організатори руху Євромайдан Крим і всі активісти почали, нема значення, чи то були кримські татари, українці, росіяни, якою мовою спілкувалися, виходили на підтримку Євромайдана. І ці акції здебільшого ставали потужними. Тобто в вихідні дні досягали до 2-3 тисяч людей, які виходили під стіни Верховної Ради Криму чи Ради міністрів Криму. І, окрім цього, всі підтримували Майдан. Якщо у нас всі їздили добровільно на Майдан, підтримуючи в Київ, то з цієї сторони їх організовували масово автобусами під супроводом міліції і везли в Київ на так званих антимайдан. Что ж, Андрей, спасибо вам огромнейшее за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был Андрей Щекун, координатор Крымского Евромайдана, гендиректор госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство». Если вы что-то упустили, читайте и слушайте «Крым Реалии» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, также пишите нам в Твиттере, а мы продолжим буквально через 10 секунд. Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 9:35 и в 19:30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Напомню, у микрофона с вами Александр Голубов. Мы говорим о событиях 20 февраля, о Евромайдане, о том, как эти события воспринимали крымчане. И на связи с нами глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Доброе утро, Рифат Абдурахманович. Доброго ранку. Спасибо, что нашли время связаться с нами в этот день, достаточно непростой для большинства украинцев. Скажите, пожалуйста, а что Майдан означал для крымских татар? Ведь очень многие поддерживали его, и, в принципе, нельзя не признать, что крымские татары были одной из очень важных движущих сил Евромайдана. Майдан для кримських татар означав сподівання на вільний розвиток України, сподівання на відновлення прав кримсько-татарського народу, які не відбувалися протягом майже 3 років. Майдан – це було стремління людей до демократії в Україні. Тому кримські татари і практично всі підтримували ідеї Майдану. І вони приймали безпосередню участь по всіх акціях в межах Майдану в Києві, в Криму. І більш того, вони робили все для того, щоб захистити ці ідеї. Угу. Рифат Абдурахманович, у нас вот сейчас на связи наш слушатель. Я буквально на секунду попрошу его задать вопрос, и мы продолжим наш разговор. Доброе утро, вы слышите нас? Доброе утро. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Доброе утро. Это журналист из Крыма, Владимир Алексеевич. Владимир Алексеевич, может... 33 года Заводской районной газеты проработал. Вот что я вам скажу. Значит, если бы Янукович... Да. Владимир Алексеевич, мы вас слушаем внимательно, говорите, потому что время бежит. Если бы Янукович не струсил, и как Эрдоган, значит, разогнал бы за 20 минут этот Майдан, ничего бы сегодня не было. Вообще ничего не было бы. Вот его ошибка. Что ж, Владимир Алексеевич, это тоже мнение, оно не может быть невысказанным. Ну, тем не менее, перейдем к нашему разговору. Рифат Абдурахманович, я, пожалуй, все-таки спрошу вас немножко о другом. Вот у вас было лично понимание того, что аннексия Крыма возможна в те непростые дни, когда расстреливали людей на Майдане и когда начиналось только волнение в Крыму? Или тогда казалось, что это нереальный сценарий? Ми перечували те, що можуть відбуватися дуже небажані для нас дії, і просто я зараз згадую, поки ви говорили з тим, хто там телефонував, я згадую про те, що ми 18 лютого зібрали позачергове засідання Меджлісу кримсько-татарського народу. Ми там прийняли ряд рішень, низку рішень, які були спрямовані на те, щоб утримати ситуацію в Криму. І в першу чергу ми пропонували місцевим радам і виконавчим комітетам, головам адміністрацій
створити такі розширені наради з участю членів Меджлісу, представників громадськості, аби уникнути захоплення влади однією з сил. Ми перечували, що це може бути партія регіонів. Ми не думали про те, що може бути пряма агресія Росії. 19 лютого відбулася сесія Верховної Ради, де ми виступили з заявами про недопустимість вбивств людей на Майданах. 21-го люди вже самі, кримські татари, зібралися у приміщення Меджлісу, стурбовані тим, що Константинов в Москві зробив низку заяв про те, що Крим, мовляв, може відійти від Києву, якщо там до влади приходить інша сила. Тобто ми робили все для того, щоб отримати ситуацію, але події розвивалися таким чином, що Крим опинився на узбіччі політики центральної влади, і це надало можливість Росії вторгнутися до Криму вже безпосередньо 27-го вранці. Рифат Абдурахманович, вот у нас буквально пару секунд осталось, но я не удержусь и задам последний вопрос. Скажите, по вашему мнению, была возможность избежать аннексии, если бы были какие-то более активные действия со стороны Киева? У нас було 1,5 дні. 27-го самого ранку, з 4-ї, як було захоплене приміщення Верховної Ради і Ради міністрів Криму, так званими невідомими, але це були російські спецназівці, і до обіду 28-го. 1,5 дні, але мало було піднято військ. Мали піднятися українські і правоохоронні органи. Не було цього, і тому ми опинилися під російською окупацією. Рифат Абдурахманович, спасибо вам за ваш ответ. Напомню, с нами на связи был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. У микрофона был Александр Голубов и радио Крым Реалии. Услышимся.